Здравствуйте, мои дорогие канашцы! Сегодня я с большой любовью хочу вам предоставить очередного участника, очередную гостью нашей передачи «С любовью» Розу Ивановну Воеводину. Человека, который очень предан городу. Вот сейчас она нам коротенько все об этом и расскажет. Итак, Роза Ивановна, скажите, а где вы родились? Здравствуйте, дорогие горожане города нашего, любимого нашего города Канаш. Я родилась в 1944 году в воинской части нашего города, на разъезде Янгельчи, где мама работала моя тоже поваром. Роза Ивановна, я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим жителям о том, как вы последовательно, шаг за шагом, шли к своей вершине. Ну что, пошла в школу, как и все дети, закончила 6 классов, затем уехала в 1959 году в Московскую область, в город Ликино-Дулево, куда поступила в школу ФЗУ учиться на ткачиху. Сколько вам было лет, Роза Ивановна? Мне было уже тогда 14,5 лет. 14,5 лет, и вы уехали одна. В 15 лет меня взяли ученица ткачихи. Даже Работала 4 часа, училась 4 часа. Затем в 1961 году приехала в Канаш. Ввиду того, что на работу невозможно было устроиться, я пошла в вечернюю школу. А вечерняя школа была первая, двухэтажная, где сейчас находится Сбербанк, на улице Пушкина. Нас отправили как бы на практику на кондитерскую фабрику, 15 человек. Обучившись там, сдали мы экзамены. И из 15 человек мы только 3 сдали экзамены на отлично. Вы в том числе. Кондитерская фабрика, находилась она по улице Чебоксарская, напротив железнодорожного вокзала. После окончания вот этих курсов нас оставили работать на кондитерской фабрике. Работала я в кондитерском цеху, в карамельном, и периодически нас отправляли и в бисквитный цех, где вырабатывали пряники, печенье. Затем меня поставили заведующей складом на кондитерской фабрике. В 1965 году я вышла замуж. В 1967 году родилась дочка. Я в 1967 году кончала 11 классов вечерней школы. В январе родилась дочка. В июне я сдавала экзамены за 11 класс. И сколько вам лет-то было? 22. Затем тут же, окончив 11 классов, я поступила в финансовый техникум. Канашский. Да, Канашский. Закончив финансовый техникум, значит, получила образование бухгалтера. Хорошее образование. Тут, значит, ушла на кондитерской фабрике бухгалтер в декретный отпуск, меня поставили бухгалтером на время декретного отпуска. Затем, закончив финансовый техникум, надо было работать по специальности южные электрические сети. Я пошла туда работать секретарем. Ну, проработав где-то месяц, наверное, я пошла заместителем главного бухгалтера в строительном управлении новое, оно только создавалось, заместителем главного бухгалтера. Затем я до 1975 года проработала где-то года полтора, наверное, в этом же управлении старшим бухгалтером, старшим товароведом, извиняюсь. И в 1975 году, уволившись, я пришла в трест общественного питания. В 1981 году я поступила в Московский кооперативный институт. Какой специальность вы были? Экономист, финансист. Ну, да. У вас же бухгалтерская была образование. Экономист, финансист. Да, вчера смотрела где-то. В 1985 году меня поставили директором объединения номер 6. Это как бы получается столовая при автоагрегатном заводе. Сколько у вас было подчинения, Роза Ивановна, людей? В моем подчинении было 105 человек. Как же вам приходилось управлять таким коллективом?
таким количеством ваших подчиненных? Как женщине, как молодой женщине. Да, в 85 молодая. году мне было 30 лет. Передо мной работал директором этого объединения Булбаков Иван Иванович. Его знал весь город, он был такой мужчина строгий, Требовательный. он строгий был, деловой мужчина. И вот, знаете, продолжить дело такого человека было очень тяжело. Страх какой-то у вас был. Да, в подчинении еще первая школа была, седьмая школа была, как раз в 85 году седьмая школа открылась. Вот. А время-то было тяжелое. Как раз в 85 году Андропов вступил на пост. Тут ломка пошла, запрет. Ну ничего, справлялись. Мне кажется, в этом вам что помогало? Во-первых, помогала ваша выдержка, ваша требовательность подчиненным и, конечно, ваш характер. У вас сильный достаточно. У вас всегда ответственность за людей впереди идет, а потом уже остальное. Мне так кажется. Да, да. Ну, забота о людях у вас была. Приходилось для того, чтобы все-таки марку держать руководителя, приходилось всегда быть самой подтянутой. Держать себя в форме. Да, конечно. себя держать в форме. И всегда быть людям, работникам своим примером. Роза Ивановна, вот вы проработали столько лет руководителем такого крупного общественного предприятия, как Канашский автоагрегатный завод. Но наступили времена, когда у нас началась перестройка, началось у нас создание кооперативов и так далее. Вот, а вы работали все-таки в государственном учреждении. Ушли от этой работы, то есть вы не ушли, а перешли более в другую какую-то систему. Началась перестройка, значит, работники завода перестали получать заработную плату. Самое печальное, да. Они получали заработную плату только бартером, товаром. Ну что теперь, тяжело работать. И надо что-то делать, куда-то идти, надо да? что-то делать, где-то себя применить. У нас был этот магазин, пока вышел 22, это столовую. Магазин был столовую подчинялся. И, значит, я решила туда перейти. Так потихонечку открыли этот магазин, и я с 96 января 96 года по 2011 год работала там директором магазина. Название которому было? Сначала была Ивушка, затем сначала как ЧП же открыли. Да, Она была под названием Ивушка. 2011 года этот магазин уже был под названием Мотылек. Да, этот Мотылек, конечно, помню. Хороший магазинчик был. Я ушла на пенсию, значит, в 99 году, так по стажу работу, но с 99 года по 2011 год я вот еще 12 лет продолжала работать. Ну, конечно. Но все-таки, будучи на пенсии, тоже тяжело накладывать. Что отличает людей того времени от нашего времени? Мы все отдавали на благо народа. И здоровье, и время. Всем делились народом. Выезжали на обслуживание городских мероприятий. А сейчас ведь такого нет. Сейчас только все делается для галочки. Да, Для совершенно верно. галочки. А мы ведь постолько готовили, бедные люди. А сколько выпечки-то делали, Роза Я Ивановна? хочу об этом сказать. Блины, да. наверное, штуки 1000 пекли. Да. Вот. А самой выпечки. И ведь как еще было? Вот открывается избирательный участок в 6 часов, буфетчицы должны быть в 5 часов. И я параллельно. Все подвозили. И, боже упаси, чтобы свернули буфет раньше закрытия избирательного участка. А сейчас такого нет. Это организовали на часок, на два, и все на этом закончилось. Мне бы сейчас те годы, вот лет на 20, на 30 бы назад, и настоящий ум, я бы начала работать так же. Анна, я знаю, что у вас 2 детей, дочка и сын. И сына мы хорошо вашего знаем. Ну, руководитель водоканала в настоящее время. Самое главное, чтобы вы... 3 внуков здесь, в Канаше.
6 июля 2017 года нас глава республики наградил орденом за любовь и верность. Как раз в день семьи, любви и верности был праздник. На этом празднике нас удостоили чести такой, получить такую высокую награду. Очень благодарны, конечно, администрации города и главе республики, то, что удостоили нас. Нас также занесли в книгу почетных граждан города в 2017 году. Мы счастливы с супругом. 52 года прожили в дружбе, в любви, в радости, везде вместе. Мы очень любим культурный отдых. Вот, это У нас совместная рыбалка, дача, грибы, ягоды. Все мы это совмещаем вместе с мужем, с детьми, с внуками. Так что семья наша благополучная, дай Бог каждому. Конечно. Наверное, это примечательно, что из очень большого количества семей нашего города именно ваша семья попала вот в этот список, куда вас внесли, для того, чтобы наградить вас орденом, таким значимым орденом, и еще внести вас в книгу почетных граждан города. Согласитесь, этого добиваются не каждый. Михаил Кузьмич и Роза Ивановна создали вот этот семейный союз, который держится уже на протяжении 52 лет. Вот, Роза Ивановна, вот что интересно, именно ваша семья, вот она показывает пример, как надо жить, как надо дорожить своим отношениям, как надо сберечь семейное тепло. Потому что когда семья, и вот я уже повторюсь, что семья, когда целая, когда и дети от одних родителей, так скажем, да, это укрепляет семью, это вселяет в детей веру, это вселяет в детей уверенность в себе. И я уверена, что в таких семьях не бывает плохих детей и плохих поступков от детей. И надеемся, что так это и будет и впредь. Ваши пожелания горожанам, нашим любимым канажцам. Мне хочется что пожелать? Чтобы молодежи, чтобы вы пожелали молодежи? Чтобы наша молодежь имела работу в городе, да. Никуда она не уезжала. Если мужья будут работать в городе, жить в семье, будет в семье благополучие. Не будет детей без отцовщины. Надо для этого что? Чтобы у нас промышленность развивалась, да. Пополнились рабочие места, чтобы наши отцы и матери вернулись домой, потому что сейчас много и матерей, и отцов работает на заработках вне города. А для того, чтобы были полноценные семьи, вот именно надо в городе создать рабочие места, чтобы молодежь жила в согласии, в любви. И, значит, знаем все хорошо, что наше жилье молодежи недоступно. Очень высокие банковские кредиты. Да, ипотеку взять. Да, чтобы получить вот эти кредиты, не каждая семья может купить квартиру, не каждая семья может получить кредит, потому что невозможно платить по такой зарплате кредиты. Мне хочется, чтобы маленько руководители пересмотрели вот эти банковские проценты. Ну и чтобы у нас побольше было рабочих мест. Именно необходимо в городе создать рабочие, крепкие места. Ну и в заключение хочется сказать, дорогие канажцы, всем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и мирного неба над головой. Вот с такими замечательными словами мы и хотим попрощаться с вами, дорогие канажцы. А я вас призываю, любите друг друга, любите окружающих, любите родню, любите Родину, любите Канаш, любимый наш город. Любите все то, что вас окружает. И тогда ваша душа будет веселой, она у вас будет полной. Побольше улыбок, побольше позитива. Будьте счастливы. Я с вами прощаюсь, и Роза Ивановна с вами прощается. До скорых встреч. До свидания. До свидания.